В эфире программа «Новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Создание вакцины от коронавируса ученые страны обсудили в режиме видеоконференц-связи. Каждый прилетающий в Якутск самолет встречают специалисты Роспотребнадзора. Наши корреспонденты ознакомились с работой специалистов. Переход на удаленную работу, масочный режим и даже церковная служба в режиме онлайн. С режимом самоизоляции в Алмазном крае и тем, как его восприняли мирнинцы. Сюжет в конце выпуска. Темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке на протяжении 5 лет в 2–2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вице-премьер также сообщил, что на данный момент на территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется 2283 проекта. Кроме того, на встрече присутствовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, отвечая на вопрос главы государства о финансировании строительства школ, больниц, ФАПов, спортивных площадок. Козлов сообщил, что в каждом регионе на соответствующие работы выделено 3 миллиарда рублей. В каждом регионе работы выполнены. Каждый из объектов находится. Общий объем уже состоявшихся инвестиций на территорию превысил триллион. Сегодня он 1 160 миллиардов. В основном это средства инвестора. На каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 рубля средств частных инвесторов. Темпы роста промышленности в 2019 году 6%. Надо отметить, что уже 5 лет темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в 2–2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. За минувшие сутки в Якутии 1 человек выздоровел и еще несколько готовятся к выписке на этой неделе после курса лечения от COVID-19. Айсен Николаев в ходе брифинга рассказал о текущей эпидобстановке в регионе. Глава Якутии рассказал и о начале дистанционного обучения. Первый день были проблемы. Выключение света, обрыв оптоволокна. Но в целом онлайн-занятия стартовали неплохо. Там, где интернет-сигнал был слабый, либо же вовсе отсутствовал, организовали очное обучение малыми группами до 12 человек. В регионе таким способом было охвачено 12 тысяч детей. Также Айсен Николаев в очередной раз призвал соблюдать меры самоизоляции. По его словам, со вчерашнего дня увеличилось количество людей на улицах, в автобусах и учреждениях Якутска. К сожалению, нельзя говорить о том, что вирусная инфекция у нас в Якутии побеждена. Мы, наоборот, сейчас ожидаем, что в связи с достаточно большим всплеском в других регионах страны, все равно в случае завозной инфекции, они в республике будут регистрироваться, к сожалению. И здесь всем режим надо соблюдать. К сожалению, даже те, кто приехал из-за границы, некоторые не соблюдают режим самоизоляции. У нас это все зафиксировано. Все те, кто приехал из-за границы, они находятся сейчас под наблюдением в рамках самоизоляции, и современные информационные системы, в том числе с использованием данных сотовых операторов, позволяют нам отслеживать их. И еще раз хочу сказать, что, к сожалению, не все из них соблюдают. Говорить же, что эти все люди здоровые, до окончания карантина мы никак не можем. И поэтому надо понимать, особенности людям старшего поколения, выходя на улицу, что они себя подвергают огромной опасности. Даже сегодня, например, после того, как мы начали всех приезжающих из других регионов уже тоже регистрировать, сегодня, например, с рейсов мы 7 человек с высокой температурой госпитализировали. Сейчас у них будут браться анализы на предмет наличия инфекции. Но таких случаев каждый день у нас много. Каждый прилетающий в Якутск самолет встречают специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора. Они работают в круглосуточном режиме. Пассажиры, прибывающие из зарубежных стран, помещаются в обсерваторы на 2 недели со дня прибытия. Перед выходом из зоны прилета каждый пассажир проходит экспресс-проверку и заполняет анкету. Прибывающие из других регионов граждане выполняют требования по самоизоляции на 14 дней. Встречаем все центральные внутрироссийские рейсы. Это Москва, Питер, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск. Вот такие направления. На сегодняшний день уже встречено более 280 рейсов. Это более 27 тысяч пассажиров и экипажа воздушных судов. На самоизоляцию нашей группой направлено более 900 пассажиров.
и в обсерватор получается 150. Напомню, что с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы. А с 4 апреля Россия прекратила и массовые вывозные рейсы из-за рубежа. Каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. В целом, если сравнивать аналогичный период прошлого года, пассажиропоток снизился на 89%. 27 среднеобразовательных учреждений перешли на дистанционную форму обучения в Хангаласском районе Якутии. За онлайн-парты сели почти 5000 учеников под руководством 700 педагогов. К концу первого дня директора школ в режиме видеоконференц-связи поделились своими впечатлениями. У нескольких учащихся были перебои со связью и доступом в интернет. В каких-то населенных пунктах и вовсе случились внеплановые отключения электроэнергии. Но в целом настрой как у учащихся и родителей, так и у учителей достаточно оптимистичный. Также встал вопрос, что не все ученики на данный момент обеспечены необходимыми гаджетами, смартфонами, планшетами или ноутбуками. Некоторые школы пошли им навстречу и предоставили на временное пользование школьную технику. Сегодня многие учителя воспользовались такими платформами новыми, которыми применяют видеоконференц-зум. И хотя видеоконференц-зум считается, что до 40 детей может охватить, на самом деле у нас охват был до 10, и поэтому некоторым учителям пришлось большие классы делить на группы, и урок пришлось дублировать по 2-3 раза. Многие воспользовались скайпом, там, где был хороший интернет, видео WhatsApp, то есть подключение 3, 4, 5 детей. Когда в мире появится вакцина от коронавируса? Этот вопрос стал главным во время онлайн-пресс-конференции, на которой пригласили лучших ученых страны. Мнение специалистов выслушал, а также узнал о лучшем средстве борьбы с COVID-19 наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу. В начале этой недели турецкие новостные каналы говорили о настоящей сенсации. Местный ученый создал вакцину от коронавируса и даже успешно испытал ее на животных. А это уже Китай. Тут о появлении спасительной вакцины говорили еще в середине марта. Не отстают и российские эксперты. Работа ведется сразу в нескольких лабораториях. В мире началась настоящая гонка по поиску средства, которое позволило бы не заразиться COVID-19. Правда, специалисты советуют рано не радоваться. До объявления всеобщей вакцинации еще далеко. Значит, первое, что нужно сделать, это вакцина должна пройти несколько стадий клинических испытаний. Первая стадия клинических испытаний обычно проходит на не очень большом числе здоровых добровольцев, там нескольких десятках, и показывает безопасность того, чем вы их колите. И дальше есть вторая и третья стадия, которые проходят на гораздо больших группах, которые доказывают ее эффективность. Совершенно не гарантировано, что все вакцины, которые сейчас находятся в разработке, пройдут эти клинические испытания. По данным экспертов, чтобы разработать и протестировать эффективную вакцину, нужно от 12 до 18 месяцев. Это связано с технологическими процессами. Причем, даже если препарат появится, произвести в короткие сроки 7 миллиардов порций для всех жителей Земли невозможно. Так что в первую очередь вакцинировать будут медиков. Правда, вполне возможно, волна пандемии сама пройдет еще до появления вакцины. Никто не знает, как будет устроен выход из этой эпидемии. Значит, вот предыдущая эпидемия, связанная с коронавирусом, такая серьезная, это вот эпидемия атипичной пневмонии 2003 года, завершилась тем, что просто путем эпидемиологических мер в основном, она просто прекратилась, да, и этого вируса в популяции больше нет. Эксперты говорят, что паниковать не стоит, но нужно серьезно отнестись ко всем мерам собственной безопасности, ограничить контакты, оставаться дома. А лучшее средство дезинфекции – это мыло. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. 20 человек помещены в обсерваторы Мирнинского района Якутии. Об этом рассказал глава Алмазного края. 15 из них выявлены в Мирном и 5 в Айхале. Еще 5 человек помещены в инфекционный изолятор с подозрением на простудные заболевания. В предписанной самоизоляции в районе находится 107 человек. Также со вчерашнего дня открыли дежурные группы в детских садах. 3 сада работают в Мирном, 1 в Удачном и 1 в Айхале. Дежурные группы заработали и в небольших населенных пунктах, в частности, в поселках Светлый, Чернышевский и Алмазный. Согласно указу главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева,
вводится режим полной самоизоляции для граждан, которые прибывают в республику из-за ее пределов. В связи с этим сегодня в аэропорту поселка Полярный, в аэропорту города Мирного соответствующими службами была организована выдача представлений для тех пассажиров, которые прибыли в наш район, а это более 200 человек. И мне бы хотелось обратиться к ним с просьбой действительно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С такой же просьбой обращаюсь к их знакомым, близким, родным, к работодателям, чтобы все эти граждане соблюдали необходимый режим самоизоляции. О том, как в Мирном проходит режим самоизоляции, узнаем у Ксении Исламовой. Священник в маске, прихожан нет, но служба все равно идет в Мирнинском храме. Такого точно никогда не было. На время режима полной самоизоляции здесь решили опробовать возможности современной техники. Ведут онлайн-трансляции в Инстаграме 3 раза в неделю, чтобы удовлетворить духовные потребности верующие могли, не выходя из дома. Пусть люди находятся вдалеке, не в самом храме, но душой, несомненно, все в этот момент находятся на богослужении в храме и вместе с нами, единым сердцем, едиными устами, возносят свои молитвы и молятся, в том числе и об избавлении от той напасти. В непривычном для себя режиме теперь работает и многофункциональный центр «Мои документы». Раньше двери офиса были открыты для всех. Теперь попасть к специалистам можно только по предварительной записи, зато без очереди. Но большинство услуг все же перевели в электронный формат. Их предоставят удаленно. 31 марта 2020 года для всех работников предприятий, которые продолжают работу на время полной самоизоляции, будет введен пропускной режим. Такой документ за подписью главы района в среду то и дело пересылали друг другу пользователи одного из популярных мессенджеров. Думали, первоапрельская шутка, но документ оказался вполне реальным. И допустить ухудшение ситуации задача не только властей, но и рядовых горожан. Последние, видимо, важность самоизоляции пока не оценили. Люди, конечно, ходят в масках, но поток прохожих на улице значительно не сократился. В магазинах вообще дистанцию не соблюдают. Остановить пандемию можем вместе. Нужно лишь следовать нескольким рекомендациям медиков. При контакте с людьми стоит надеть маску, от рукопожатий, объятий и визитов гостей стоит отказаться. Ведь источник инфекции вы можете передать своим близким даже через верхнюю одежду и обувь. Ксения Исламова, Кристина Каширина, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация. Сидите дома и оставайтесь с нами.